Видели, спасибо вам, вы пришли на наш концерт, и мы вас познакомим с интересной музыкой, с интересными произведениями. Как вы знаете, называется наш концерт «Майский калейдоскоп». И поэтому мы решили начать наше произведение с нашего премьерного произведения из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского. «Май. Белые ночи». Поскольку это совсем премьерное произведение, мы его очень быстро выучили. Мы вообще каждое произведение наш ансамбль очень быстро учит. Это уже по счету у нас 176-е произведение музыкальная композиция. Поскольку она совсем новая, я вам лучше немножко зачитаю, что за пьеса это такая. Это чувственная миниатюра, причисляется к самым поэтичным произведениям, входящим в цикл «Времена года». Мелодическая красота и неповторимый лиризм композиции, затрагивая самые тонкие струны человеческой души, воздействует на слушателей и исполнителей как откровенная исповедь и покоряет их своей жизненной силой. Поначалу это меланхолические раздумья, а затем восторженно радостные чувства. Начинаем наш концерт этой пьесой. Ансамбль, пожалуйста, на сцену.
Ну, у него 12 времена года, 12 пьес, 12 месяцев. Мы думаем, будем еще продолжать. В апреле мы сыграли апрель, подснежники, сейчас вот май, белые ночи, но июнь тоже собираемся. Вы можете услышать его произведение «Июнь». Ну, а сейчас вы послушаете два маршеобразных произведения. Это Жорж Бизе, «Фарандола» из музыки к драме «Даде Арлезианка» и Никколо Паганини, каприз номер 14. Как вы знаете, у него все капризы, 24 каприза, написаны для скрипки соло, без аккомпанемента. Пожалуйста, «Фарандола», Жорж Бизе.
Сейчас не менее радостное, бодрое произведение музыкальное. Величайший Вольфганг Амадей Моцарт. Композитор, как говорится, всех времен. Композитор, который лечит от всех болезней его музыка. Даже сегодня, вот я не знаю, пришли или нет, мне прислали 2 человека. К сожалению, давление, к сожалению, температура, не сможем прийти на концерт. Я говорю, приходите, музыка наша вас вылечит. Ну и одна из величайших опер, когда-либо сочиненных, написанных, подарила нам увертюру, которая тоже является одной из величайших увертюр, когда-либо сочиненных. Увертюра к опере Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро».
Мы не дадим вам успокоиться. Сейчас вы послушаете совершенно оригинальную пьесу. Фриц Крейстер, выдающийся скрипач-виртуоз и композитор 20 века. Он сочинил для скрипки 2 пьесы. Одна называется «Муки любви», вторая называется «Радость любви». Как вы думаете, какую из этих 2 пьес мы вам исполним? Радость. Да, конечно. «Радость любви». Фриц Крейстер. Переложение для ансамбля. Спасибо. В Италии мы были несколько раз, и вот один раз выступали недалеко от Венеции. Решили сделать экскурсию в Венецию. Конечно, мы были летом, это прекрасно, прелестно все, но, к сожалению, там карнавал проходит, венецианский карнавал, известный на весь мир. Он проводится в марте месяце, а мы были летом. Но, тем не менее, мы знаем, что выдающийся скрипач всех времен и народов Никколо Паганини сочинил феерическое произведение на тему песни итальянской «О, мама, мама дорогая», феерическое произведение под названием «Венецианский карнавал». Это тема, исполняемая всем ансамблем, а потом каждый солист ансамбля исполняет свою вариацию. Пожалуйста.
Айсулу Туркибаева. Сандара Семенова. Анастасия Васильева. Алина Ефремова. Дарья Шахурдина. Ксения Михайлова. Инна Синякова. Софья Голубян. Немель Петрушина. Ефросинья Ефимова.
представлю нашего бессменного концертмейстера, заслуженного артиста Республики Саха-Якутия Надежду Петрова. Она не играла соло в этом номере, но без нее никуда. А сейчас вы послушаете произведение выдающегося русского композитора, пианиста Сергея Рахманинова. Весь мир недавно праздновал, отмечал 150-летие со дня его рождения. Но мы всегда играли его переложение с вокальной партии вокалист Рахманинова. Это красивое произведение. Кто на наши концерты ходит, слышали в нашем исполнении. Ну и мы определили, нашли два произведения, всего лишь два, которые он написал для скрипки. Это романс и венгерский танец. Мы, конечно, выучили, часто их играем. И сейчас вот нас слушали в исполнении ансамбля романс Сергея Рахманинова.
Игорь Стравинский. Он заинтересовался сюжетом, личностью Петрушки. Кто такой был Петрушка в прошлом веке? Это вечный и неудачный герой всех ярмарок. И он написал музыку к балету, сочинил балет под названием «Петрушка». Это русские потешные сцены. Эта музыка полна задора, свежести, веселья. И вы сейчас послушаете из этого балета «Русский танец». Или меня так слышно? Ну, я должен сказать, что сегодняшняя программа, она близка к программе, которую мы представим во Владивостоке. 20 числа мы вылетаем ночным рейсом во Владивосток, и там у нас 5 дней мы гастролируем, выступаем. 5 концертов у нас будет. И концерты очень интересные. 21-го у нас будет концерт для всех музыкальных образовательных учреждений Владивостока. Там и музыкальные школы, и колледжи, и институт искусств. Это 21-го, 22-го у нас концерт в СПБГУ. Нет, я говорю, ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет,
Для нас это очень драгоценное место, можно сказать. Мы 10 лет назад выступали на открытии кампуса ДВФУ на острове Русском, и как раз там одновременно был Тихоокеанский экономический форум, и когда мы выступали, давали концерт вот этим всем гостям, они сидели за большими столами там, и когда мы закончили выступать, к нам со стола встала Валентина Ивановна Матвиенко, очень быстро подошла к нам и стала благодарить наших девушек за артистизм, за то, что профессионализм такой, но это все прекрасные слова, но закончила она словами «Ванесса Мэй отдыхает». Ну, вы знаете, Ванесса Мэй это легендарная личность, скрипачка во всем мире. И вот такими словами она закончила. Ну, это, конечно, после этого мы с Матвиенко выступали в Совете Федерации. И вот мы будем выступать перед студентами, педагогами этого университета. Сейчас 23-го у нас сольный концерт в Владивостокской филармонии. У кого в Владивостоке есть друзья, родственники, пожалуйста, приглашайте на наш концерт в филармонию. Сейчас идет очень активная распродажа, интерес очень большой к нашему ансамблю. 24-го мы выступаем, у нас 2 концерта. Мы выступаем на корабле, вот громадный корабль Тихоокеанского флота, который обслуживает все космические связи, контакты, спутники с Землей. И вот мы там будем выступать, давать им концерт, а вечером, ну это уже традиционно для нас, будем давать в госпитале, в военном госпитале для участников СВО. Это то, что мы это делаем постоянно в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах. Мы с удовольствием даем концерты вот по этой теме. И сегодняшний концерт, конечно, там несколько концертов, программа у нас будет довольно обширная, очень много произведений мы поведем. Но сейчас вы услышите произведение Наденька. Что у нас сейчас? Да, австрийский композитор Имри Кальман. Это композитор 19-го, начала 20 века. Это рассвет венской оперетты. Ну, среднее, старшее поколение, и мы на этом выросли, знают его опереты, которые неоднократно передавались и по радио, и по телевидению. Сильва, Баядера, принцесса цирка, фиалка Мартра. И вот наш аранжировщик Валерий Ермошкин сделал фантазию на лучшие темы из этих оперет. И мы назвали это композицию Кальманиана. Пожалуйста.
одно из любимых произведений, которое мы исполняем очень часто с 2010 года, когда мы были в Китае, в Шанхае, на Всемирной торговой выставке Экспо 2009 в Шанхае. И вот тогда наш аранжировщик Валерий Ермошкин сделал аранжировку китайской народной песни «Журавли». Мы исполняем это, многие мы гастролировали за эти годы, 30 стран, везде исполняли, везде люди с большим пониманием относились к этой пьесе. Тем более, что мы сейчас во Владивостоке, там есть китайское посредство, и они, мы уже с нашим представителем Тимом Александровичем Борисовым пригласили всех работников, там небольшое, уже на наш концерт. Но, естественно, мы для них, конечно, исполним китайскую народную песню, потому что нас с Китаем тоже связывают тесные узы. Китайская народная песня «Журавли».
Астор Пьяццола из цикла «Времена года». Весна в Буэнос-Айресе. А сейчас вы послушайте произведение интересное, которое мы исполняем всем гостям высокого чина, которые приезжают к нам в республику. А
Зажигательное очень произведение, подчеркивающее мастерство нашего ансамбля. Это румынский композитор Джорджи Энеску, «Румынская рапсодия». Карлос Гардели. Одна из самых популярных мелодий мирового кино. Танго из кинофильма «Запах женщины». Пожалуйста.
композитор Бенджамин Гром. Банджо и скрипка. Два совершенно противоположных инструмента. Банджо — это из Африки инструмент, который потом завезли в Америку, и этот инструмент был одним из родоначальников американского джаза. А что такое скрипка, вы знаете. Сейчас послушаем банджо и скрипка. Ханс Циммер. Саундтрек из кинофильма «Пираты Карибского моря».
специаль белого музыка. Такие у нас артисты свои. Спасибо. Ну, прежде чем закончить наш концерт, я хочу представить художественного руководителя нашего коллектива, заслуженную артистку Республики Саха-Якутия, заслуженного деятеля искусств России Ларису Иннокентьевну Габышеву. Ну и еще несколько слов я добавлю о наших планах. Как обычно, мы весь месяц ноябрь проводим на гастролях по России. Я уже не говорю там за границу, это другое время. Обычно, вот и также и в этом году мы начнем в Сургута. Они нас уже 4-й раз приглашают на фестиваль, музыкальный фестиваль «60-е параллели». Это и они, и мы с 60-й параллели. 4 числа мы там выступаем, потом перелетаем в Санкт-Петербург. Там у нас несколько концертов, главный из которых тоже, к вашему сведению, по программе абонемента Санкт-Петербургской филармонии мы ежегодно даем концерты в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии на Невском проспекте. И вот 9 ноября у нас там сольный концерт. А потом 15 у нас Ярославль. Это наш, как мы говорим, я говорю, 3-й родной город. 1-й Якутск, 2-й Санкт-Петербург, 3-й Ярославль. Мы там уже выступали 12 лет, почти подряд. И причем великолепный акустический зал. Заранее все билеты проданы на наши концерты. Мы стараемся разнообразить программу. Потом на следующий день Рыбинск, потом на следующий день Владимир. Сейчас ведутся переговоры с Владикавказом. И завершим наше турне в Москве несколькими концертами тоже. И, конечно, один из главных концертов ЦДРА, Центральный дом Российской армии, где приглашают, ну, из Московского гарнизона, из СПО, там даем концерты. Вот, пожалуйста, к вашему сведению. Ну, мы еще с вами, конечно, в Иркутске встретимся. Ну, сейчас месяц май, месяц Победы, 30 апреля мы давали концерт под названием «Музыка помогала побеждать». Там было несколько композиций на военную тематику. Сейчас мы хотим завершить наш концерт «Пипелев Челнок». Майский.
Браво! Ну как же мы можем обойтись без танго любви? Астор Пьяццола, Либер танго.